Добрый вечер, это телепередача Ильги Казымет и я ее ведущая Вероника Цветкова. Сегодня в нашей студии находится Кусакаева Батагос Барлыбаевна, директор школы-гимназии номер 11 города Кокшетау. В этом выпуске мы поговорим об оказании финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования. Обсудим и другие немаловажные темы. Здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Хотелось бы начать с такого вопроса. Какие государственные услуги оказывает ваша образовательная организация, учреждение? Организациями образования оказывается 8 видов государственных услуг, а именно прием документов и зачисление в организации образования, независимо от их ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования. Прием документов для перевода детей между организациями образования, прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации образования, предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных школах, прием документов и выдача направлений для предоставления отдыха в загородных и пришкольных лагерях, это отдельным категориям обучающихся, выдача дубликатов документов об основном среднем и общесреднем образовании, также прием документов для прохождения аттестации педагогов, а также 21 февраля 2024 года добавилась еще одна услуга – это оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования. А вот как осуществляется порядок приема на обучение в организации образования? Организации образования, которые реализуют общеобразовательные учебные программы, ведут прием в первый класс с 6 лет, а также детей, которым в календарном году исполнится 6 лет, с обеспечением доступа всех детей, которые проживают на территории, обслуживающую организацию образования, независимо от уровня их подготовки. Территория обслуживания организации утверждается приказом отдела образования. Для того, чтобы подать заявление и получить результат, например, посредством веб-портала электронного правительства, или можно подать также в бумажном варианте через организацию образования. Это могут сделать родители или иные законные представители ребенка, но для этого они должны предоставить, согласно перечня, документы. Хорошо, спасибо. А какие документы необходимы для зачисления в первый класс? Для зачисления в первый класс, согласно перечня, первое, что необходимо, это заявление родителей или иных законных представителей согласно форме. Второе – это медицинские справки, карта профилактических прививок, мы говорим, да, так, и паспорт здоровья ребенка, а также цифровая фотография ребенка 3×4. Спасибо большое. Что служит основанием для отказа в получении государственной услуги прием в первый класс? Причиной отказа может послужить установление недостоверных документов, предоставленных услугополучателям для получения государственной услуги, или данных, которые содержатся в них. Также может послужить несоответствие предоставленных документов услугополучателя, необходимых для оказания государственной услуги, а также переполненность класс-комплектов, так как у нас, например, в нашей школе имеется дефицит мест. Понятно. Какие документы необходимы для получения государственной услуги и предоставления бесплатного и льготного питания? Для получения бесплатного льготного питания родитель должен предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ можно также предоставить из сервиса цифровых документов, свидетельство о рождении ребенка, копию свидетельства о заключении брака или о расторжении брака, копию документа, который будет подтверждать статус для детей и семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи. Должна быть справка, подтверждающая принадлежность услугополучателя к получателям государственной адресной социальной помощи, которую предоставляют местные исполнительные органы.
Для детей из семей, которые не получают адресную социальную помощь, но среднедушевой доход у них ниже величины прожиточного минимума, документы о полученных доходах, то есть, если будем говорить проще, это справка о заработной плате Мгм. работающих родителей или лиц их заменяющих, о доходах от предпринимательской или других видов деятельности. Это могут быть в виде алиментов или же каких-либо пособий на детей, например, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, но проживающих в семьях. Мгм. А, Также это могут быть дети из семей, которые требуют оказания экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций и иных категорий наших учеников, которые решением коллегиального органа управления организацией образования на основании обследования материально-бытового положения семьи. Мгм. У вас также есть такая государственная услуга, как оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования. Расскажите, пожалуйста,